Здравствуйте! По традиции, время вечерней смены и подведения итогов дня. На днях республиканскому отделению Союза молодежи исполнилось 30 лет. И за эти годы ряды пополнились, наверное, наиболее активными представителями остинской молодежи. О том, чем сегодня живет организация, какие идеи ждут своего воплощения, расскажут сегодняшние гости студии. Итак, у нас Лана Тебилова, заместитель председателя Союза молодежи республики, и Алина Лисутина, также заместитель председателя. Ну что же, поздравляю с юбилеем, девушки. Спасибо. Как отметили? Мы еще планируем отмечать на самом деле. Мы хотим провести массовое мероприятие, но чуть-чуть попозже, так как сейчас опять ограничительные меры, пандемия, ковид. Вообще на деятельности Союза, отделения Союза молодежи как-то сказался ковид? Мы перешли на дистанционный режим. Да. В этом было отличие. А так мы пытались проводить акции, какие-то программы, проекты, но в основном в Zoom, как-то онлайн все это утрамбовать. Давайте расскажем, все-таки вы правопреемник комсомола. Да. Давайте расскажем немножко истории, поделимся с телезрителями, Лана, чтобы они тоже имели представление о истории самого Союза и о том, чем он живет сегодня. Вообще, мы стали Российским союзом молодежи с 1991 года. До этого момента мы были комсомолом, правопреемником, так скажем, комсомола. Потом переименовали в Российский союз молодежи, появились новые программы, проекты. Вообще наша организация направлена в основном на проектную деятельность. У нас есть программы, направленные на школьников и на студентов. Да. Могу поподробнее рассказать про программу. Давайте по направлениям пойдем. Есть программа, на данный момент у нас реализовывается около 7 программ в республике. Мы хотим охватить больше в следующем году. Сейчас мы делаем программу «Ученическое самоуправление». Она направлена на школьные советы. Также студенческое самоуправление. Вот Алина у нас как раз отвечает за эту программу. Давайте несколько слов по каждому, чтобы мы имели представление. Да, давай, может. Студенческое самоуправление — это ассоциация студентов студенческих объединений России, направлена именно на работу с образовательными организациями, на развитие студенческого самоуправления, на создание студенческих советов на базе всех вузов и СУЗов и на их плодотворное развитие. То есть мы непосредственно общаемся с председателями студсоветов образовательных организаций. Да-да. Все. Хорошо. А чем отличается, понимаете, это получается союз в союзе, да? То есть такая матрешка. Это одно из направлений Российского союза молодежи. Это работа со студентами именно на базе образовательных организаций. Вот в этой работе со студентами для вас лично что открылось? И, наверное, о целях, о том, что вы в результате хотите получить от этой деятельности. Честно говоря, с каждым годом, с каждым мероприятием больше как-то чего-то нового появляется, больше чего-то открывается. Со студентами работа, в принципе, мне нравится, с молодежью, со студентами. Вы сами недалеко от них ушли, может быть, поэтому вы чувствуете эту связь. Да. Планируем дальнейшее развитие не только в плане студенческого самоуправления, но и мы также занимаемся в течение года привлечением студентов к нам в организацию, пополнением рядов Российского союза молодежи. Мы работаем непосредственно с нашими ребятами, с активистами, развиваем их компетенции и даем им возможность собственного развития в общественной жизни. Вот интересно, как вы с ними работаете и как, в принципе, это получается такие новобранцы, да? То есть у вас там база такая, откуда вы берете себе новые кадры. Вот как вы их отбираете и как вы, наверное, ведете с ними этот диалог?
Ну, в первую очередь, мы ходим по вузам и СУЗам, по образовательным организациям, рассказываем о деятельности Российского союза молодежи, о наших программах и проектах. Ну, ребята, которые заинтересованы, они сами уже к нам подходят, спрашивают, хотят вступить. Мы их принимаем, отдельно для них уже проводим собрания, рассказываем поподробнее. У нас также есть социальное проектирование. Мы обучаем ребят социальному проектированию, они пишут проекты. Ну, ребят сразу видно активных. Ребята, которые вот занимают какие-то, являются руководителями направлений и программ, их сразу видно, они сразу, ну, они активное участие принимают. И эти ребята к нам как бы ближе, так скажем, с Ланой, которые нам помогают в первую очередь с нашими проектами, программами, ну, в целом с проектами и программами Российского союза молодежи. Лана, вернемся к вам. Сколько активистов насчитывает наш Республиканский союз молодежи? Ну, на данный момент за все время около 1700. Вот. И каждый год, конечно, это увеличивается. Мы стараемся принять в год около 100 человек. Вообще есть определенная процедура принятия в члены РСМ. Да, там есть членские билеты, такие карточки, своего рода документ, который подтверждает, что ты полноценный активист Российского союза молодежи. Это все проводится в торжественной обстановке. Мы вручаем членские билеты, произносится клятва. Ну, это как раньше принимали в пионере. Да. Произносится клятва Российского союза молодежи. Также есть коктейль. В него входит ряженка, сметана, молоко. Они произносят клятву, пьют коктейль, и им вручают золотые березовые листочки, наши значки. Так, вот про нагрудный значок я еще спрошу. А что за коктейль и почему такой состав у этого коктейля? Ну, потому что РСМ, ряженка, сметана, молоко. Вот оно что. То есть эту аббревиатуру можно читать как угодно. Да, буквы. А березовый лист символизирует что? Символизирует Россию. Вообще, ну да, береза — это же как бы символ России, и поэтому мы выбрали такую эмблему. И молодежь — это золотой фонд нашей страны, из-за этого он золотого цвета. Чтобы пройти, я помню, когда принимали в пионеры, прям там целая процедура была. Я помню, что одноклассники должны были составить такой, ну что ли, портрет личности и голосовали, кто за, кто против приема этого человека конкретно в пионеры и должны были обосновать свою позицию гражданскую. Вот сейчас как это происходит? Ну, на данный момент каждый желающий может вступить в ряды РСМ. Для Но он что? должен придерживаться определенных правил в уставе, он должен хорошо относиться к своим товарищам, он должен поддерживать деятельность РСМ, то есть заниматься программами, проектами, активно себя позиционировать как-то. Вот эти активисты, которых почти 2000, да? Ну, да, получается. практически, да. А кто там? Что это за люди? Можете их Это студенты, описать? школьники. Ну, могут быть люди, которые старше по возрасту, но они должны занимать определенную должность в организации. Да. То есть они должны состоять либо в постоянно действующем руководящем органе, либо в контрольно-ревизионной комиссии. Также у нас есть еще попечительский совет. Это люди, у которых огромный опыт в работе нашей организации, они дают нам советы, консультируют, как нам лучше поступить. Ну, вот наставники наши, можно так сказать. А есть какой-то возрастной вот этот ценз? То есть вот активисты, они могут быть не моложе и не старше определенного возраста? Ну, вообще в РСМ можно вступить с 14 лет, но у РСМ есть такие организации, которые могут принять членов до 14 лет. Да. Называется оно АУМ Содружество. Ребята участвуют в программе по взаимодействию с людьми, которым 13 лет в основном. Да. Вот недавно мы проводили акцию «Мосты дружбы», как раз направленную на АУМ Содружество. К нам приехали ребята из Ленинградской области, чтобы понять структуру нашей республики, как бы, какие у нас традиции, язык, посмотреть на наши горы. Ну, ребятам очень понравилось это. И также наши ребята, которые у нас в первичных наших организациях, в колледжах каких-то, они отправились тоже в другой регион, чтобы познакомиться с другой культурой. Вот мне интересно, с кем удалось навести мосты? Вот помимо ребят из Ленинградской области, да, с кем еще?
Ну, наши ребята отправились в Волгоград, по-моему. Да. Давайте Алине слово дадим, расскажите. Да, наши ребята отправились в Волгоград. Ну, вообще, в целом, в течение года у Российского союза молодежи есть множество мероприятий, в рамках которых наши ребята куда-то отправляются, в какой-то город. И на самом деле вот эти все форумы и поездки дают очень много знаний и опыта. Это новые знакомства, в рамках каждого форума проходят образовательные программы. Это новый опыт в рамках знаний о Российском союзе молодежи, о своих отдельных направлениях. Ну, это, наверное, еще и обмен опытом. Да, обмен опытом. Это, мне кажется, вот каждый студент на самом деле должен именно вот так провести свои студенческие годы. Вот в разъездах, в поездках, вот общественная деятельность, молодежная политика, это очень на самом деле интересно. Я призываю всех ребят вступить в ряды Российского союза молодежи. На самом деле у нас очень интересно, и наши ребята после форумов приезжают очень воодушевленные, что у нас дальше, что делать, где, да, в общем, они помогают, развивают, в общем, и в наших проектах региональных принимают участие и помогают. В общем, это очень хороший опыт для ребят. Давайте по акциям, по проектам. Я выписала себе студент года, Академия добра и акция Мосдобра, они мы уже сказали. Вот две другие программы. Что касается Российской национальной премии «Студент года», я лично являюсь 2 года региональным координатором этой премии. Данная премия направлена на активную молодежь, которая имеет заслуги в творческой, научной, спортивной деятельности. Студент года проходит как и для образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, так и для высших учебных заведений. Студент года проходит в 3 этапа. Первый — это региональный этап, второй — это заочно всероссийский, и третий — это уже всероссийский финал, где наши финалисты едут и сражаются за звание лучшего студента года со студентами со всей России. И как нам удалось себя показать? За последние годы у нас был только один финалист, к сожалению, или к счастью. Только один финалист, который выиграл на московском всероссийском финале в номинации «Общественник года». А как мы планируем повышать результаты? На самом деле, с каждым годом мы увеличиваем количество участников. Опять же, вот как мы вначале сказали, из-за пандемии все это очень немножко в сжатом формате, да, и проблематично проводить. Но несмотря на это, по сравнению с позапрошлым годом, в прошлом году было намного больше участников, и намного больше участников прошли в заочно-всероссийский этап. В этом году, конечно же, мы планируем еще больше ребят, охватить еще больше образовательных организаций, чтобы приняли участие. И, конечно же, финалистов мы ждем. И мы вместе с вами. А что касается Академии добра? Академия добра — это больше форум. Это не программа Российского союза молодежи. Комитет по делам молодежи решил провести форум для всех общественных организаций. И в основе было социальное проектирование. То есть они учились писать проекты. Там были и мы, был ресурсный центр, корпус спасателей, волонтеры-медики, и так далее. Волонтеры Победы тоже были. Вот. В общем, без дел вы не остаетесь. Нет. А какие, наверное, самые значимые события в ушедшем году случились, лично для вас? Можете перечислить? И давайте поговорим немножко о планах на 2022, который только что наступил. В начале года мы провели акцию «Народный кинопоказ». Мы показывали на различных площадках, в вузах, СУЗах, также в домах культуры фильм «Подольские курсанты». О чем это? Это военный фильм. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи. И мы ходили с активистами, включали этот фильм, чтобы ребята, студенты, которые учатся в этих образовательных учреждениях, они проникнулись атмосферой патриотизма. Это какие-то реальные истории? Это реальная история, да. Это одна акция. Мы поучаствовали в акции взаимопомощи «Мы вместе», которая направлена была на пандемию. Далее мы поучаствовали в акции «Мосты дружбы», провели наши программы и проекты, которые у нас прописаны в определенных уставных документах, корпус общественных наблюдателей, студент года. Хотели провести еще ученическое самоуправление, но не получилось, к сожалению.
Вот. Может быть, я забыла какую-нибудь программу? Про гранты, можно сказать, за проекты. Да, мы учим молодежь, так скажем, писать проекты, социальные проекты в различных направлениях. Мы сами тоже являемся грантополучателями. Я недавно реализовала проект по патриотическому воспитанию, называется он «Молодой активист». Отвезла детей, так скажем, в Москву для того, чтобы они посетили ряд встреч, которые направлены на российскую государственность. Они также встретились с депутатом Государственной Думы, задали какие-то свои вопросы. О чем они говорили? Они, в принципе, говорили о молодежной политике, о том, как важно в наше время поддерживать патриотизм. Вот. У них есть у каждого свое видение. Да, конечно. Четкое. Оно ваша формируется, заслуга. это же дети от 14 до 17 лет. Но вы Такой чувствуете, целевая что аудитория. вот то, что вы в них вкладываете, это дает свои какие-то плоды? Конечно. Честно, вот прям очень это чувствуется. У детей появилось желание написать какие-то свои проекты, вступить в общественные организации. Многие из них потом стали нашими активистами. У Алины тоже есть свой проект, он называется Stud Life. Алина? Да, StudLife — проект, направленный на развитие студенческого самоуправления. Опять же, работа со студентами, все то, что я люблю. Помимо моего проекта, у нас также, опять же, показывают результаты наши активисты, наши ребята. В этом году у нас также один из активистов получил проект на пространстве развития. Проект называется «Дорога в будущее». Этот человек 3 раза защищался на форумах, и с 3-го раза он получил этот проект. Что мне нравится, что ребята стремятся к чему-то. Если они хотят чего-то добиться, то они как бы к этому идут. И вообще на каждом форуме, в рамках каждого форума есть грантовые конкурсы Росмолодежи. И мы всех ребят готовим всегда на эти форумы, чтобы они ехали не впустую просто. Но это тоже хорошо посидеть на образовательной программе, но дополнительно хорошо, если ты приедешь со своим грантом на реализацию своего социального проекта. И когда вот ребята выигрывают, получают, начинают реализовывать, ты понимаешь, что да, ты видишь заслугу, что мы не просто так в РСМе на заместителе председателя, а на самом деле мы что-то делаем, мы что-то даем ребятам нашим. Это действительно так. Я знаю, что долгое время в рядах вашей организации был такой деятельный человек, и, можно сказать, живой пример того, как нужно и должно работать, заниматься молодежью. Батрас Доев. 29 декабря его не стало. Расскажите о нем. Батрас очень добрый, справедливый, очень целеустремленный и принципиальный был как руководитель, и очень чутким другом он также был. Сколько лет он был вот на этом посту? Он с 2020 года стал председателем РСМ и внес достаточно весомый вклад в развитие нашей организации. Вот все акции, программы и проекты, которые мы успели реализовать, это все благодаря нему. Да, он вообще вступил в ряды РСМ в 2016 году, то есть до своего поста он был обычным активистом, который также немаловажную роль внес в развитие данной организации. Он участвовал в различных всевозможных благотворительных акциях. Давайте посмотрим видео. Мы специально подготовили его о Батразе и вернемся в студию. С горящими глазами пришел в нашу организацию, полный сил, идей и вдохновения, который не просто работал, а душу вкладывал в свою работу, при котором начались изменения, развитие, продолжение этого пути у Северо-Осетинской организации Российского союза молодежи. Батрас был целеустремленный, Батрас был ответственный руководитель. И видно было по Батразу, что его сотрудники, его коллеги были за ним как за каменной стеной. Сильные люди – это, как правило, добрые люди. И вот эта сила и доброта в синтезе давали такую целостную фигуру человека, который в любое время может прийти на помощь. Человек, который не мог пройти мимо чужого горя, и независимо от того, знает этот батик этого человека или абсолютно незнакомый человек на улице, он всегда мог
и старался прийти на помощь, помогал. И в самом начале, когда мы только познакомились с ним, меня именно вот это удивило, то, что у него такое великодушие. Он мог себе на жертвы какие-то пойти, себе на вред, но при этом помочь людям. И я могу сказать с уверенностью, что в наше время, к сожалению, таких людей осталось очень мало. Я вспоминаю его только с улыбкой, потому что, наверное, один из лучших людей, с которыми я был знаком. И в Республике Северная Осетия-Алания он дал сильный толчок развитию нашей организации, которая нас и объединила в один момент. И его будет очень сильно не хватать. Сложно говорить. Наверное, я вам пожелаю, чтобы таких людей, как Батраз, в рядах вашей организации было с каждым годом все больше, чтобы вы эту отдачу, которую вы сейчас получаете, многократно получали в будущем. Спасибо вам за вашу работу и за таких прекрасных людей. Реклама на канале, не переключайтесь. В свет вышел новый выпуск литературного журнала «Дарьял». На этот раз на его страницах опубликованы произведения в жанре фэнтези. Достаточно необычное наполнение, не так ли, Алан? Но прежде чем вы ответите, давайте я представлю гостей студии. Так, у нас Алан Схрубаев, главный редактор журнала «Дарьял», и Тамерлан Салбиев, руководитель научно-исследовательского отдела Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И вернемся к моему вопросу. Это ведь действительно не свойственное наполнение для журнала «Дарьял». Ну, не совсем фэнтези. То есть фэнтези — это всего лишь поджанр в целом фантастического жанра. И произведения в жанре фэнтези тоже есть в нашем номере, но в целом номер посвящен, в общем, фантастическому жанру. Да? И это действительно впервые. Это впервые в жизни нашего журнала. Мы пошли на такой эксперимент. Ну, могу рассказать, почему мы решили. Конечно. Да. Идея пришла очень просто. Идея пришла от даты, которую мы отмечали в прошлом году. Это 60-летие первому полету человека в космос. Да? Но когда я начал размышлять об этой идее, я понял, что в целом мне показалось, мы в Осетии не так часто задумываемся о будущем в самом широком смысле этого слова. И наоборот, очень любим смотреть в свое прошлое и сожалеть о нем в частности, и тосковать по разным временам, как и очень отдаленным, так и совсем недавним. Поэтому мне показалось, что попытка сконструировать наше будущее — это вот то, что нам нужно. Ну и, конечно, очень хотелось поддержать просто традиции осетинских фантастов. Да. Которые у нас есть. Есть, может быть, не так много. Мы постарались охватить и то, что было написано в 20 веке, и, возможно, даже в конце 19-го. Я так понимаю, что, в принципе, фантастика стала наиболее популярной на рубеже вот этих веков, 20-го, 21-го, в конце 20 века. И как-то до Осетии действительно, она, ну, не то чтобы не дошла. Ну, не совсем так, наверное. Все-таки золотое время фантастики это... Герберт Уэллс? Ну, это классик, да. Но вообще, конечно, первая половина 20 века, да. Первая половина все-таки, да? Да, конечно. Ага. А почему у нас вот так не сложилось? Почему мы не столь увлечены этим жанром? Не могу сказать, хотя, опять же, попытки были, попытки весьма достойные. И мы сейчас хотим поддержать, потому что когда мы кинули клич в соцсетях, люди очень живо откликнулись. И один из первых, кто откликнулся на наш клич, это как раз Тамерлан Казбекович. И я очень рад, что он выступил впервые в периодической печати не как научный деятель, а как прозаик с художественным рассказом. Тамерлан, расскажите о вашем опыте. Было такое ощущение, что я давно ждал повода. Приглашение, чтобы попробовать себя вот в подобном жанре. Но этот багаж академический, которым я обладаю,
он, в общем-то, и определил сам ход, направление моих мыслей. Дело в том, что вот в культурологии принято считать, что общество нуждается в некоем таком образе будущего. Оно не может просто без этого обходиться. Но при этом... Дает надежду. Совершенно верно. Дает надежду, перспективу обозначает. Но важно, что была ведь обозначена тема связи фантастики с традицией. А в традиции образ будущего, он-то как раз и находится в прошлом. Это вот особенности восприятия времени, потому что и в обряде мы это встречаем. И есть такой в фольклоре хорошо известный жанр вещих снов. То есть во сне является будущее. И один из известных вот таких осетинских фантастов, Хохтлатов, он-то и написал свой рассказ фантастический, который озаглавил «Фэн» — «Сон». И вот все это, собственно, и стало таким хорошим поводом, чтобы современное пространство, пользуясь вот этими возможностями жанра фантастического рассказа, внести ценности, характерные для традиции, и сделать это, используя механизмы или вот формат, который предельно современный. Более того, он открывает нам некое видение завтрашнего, послезавтрашнего дня и о том, какую роль бы традиция могла в этом мире будущего сыграть. Ну, вы заинтриговали. А вот хотелось бы узнать о вашем именно литературном опыте. Это для вас такой первый, может быть, явный выход на широкую публику? Или до этого вы издавались? Дело в том, что вот, классический период гуманитарных наук, да, он предполагал тесную связь с литературой. Вот высшим пилотажем в исследованиях по эпосу или по устному народному творчеству считались книги, написанные таким образом, что помимо чисто научных достоинств, они бы еще имели и литературно-художественные, то есть написанные ясным слогом, увлекательно, ярко, вот, интригующе. А здесь была возможность все это воплотить, опять же, используя вот те наработки, да, которыми я обладал и которыми я хотел поделиться, не будучи ограниченным какими-то вот этими академическими рамками. И при этом выражая свое собственное отношение ко всему тому, о чем я вот здесь повествую. Давайте покажем обложку журнала. Спасибо. И скажите название конкретно, например, вашего литературного труда, который здесь опубликован, чтобы мы, если что, сразу открыли и нашли его и прочитали. Да, редактор поместил его в самое начало. И я это объясняю тем, что я первый прислал свои материалы. Не только этим. Да. Рассказ называется «Ресет 2539». И подзаголовок «Антиутопия». Антиутопия. 2539. Но это такое достаточно далекое будущее. Да, мало того, это тоже своего рода такой квест, потому что эта дата, она выбрана не случайно. Поделитесь. Я описываю общество, человечество, которое переживает апокалипсис, то есть вселенская катастрофа, материки начинают сдвигаться обратно, возникает вот этот снова гигантский суперконтинент Гондвана, который когда-то существовал. Естественно, что действие привязано к Кавказу,
И Кавказ выбран не случайно, потому что это место значимое для истории человечества в целом. Арарат, да, это вот гора, на которой высадился Ной со своим ковчегом. Да? К Кавказским горам был прикован Прометей. И вот эта дата, 2539 год, она тоже содержит значит, такую ссылку на важное в истории человечества событие, но содержит не напрямую. Вот там как бы нужно еще сделать несколько шагов. Вот я говорил об этом, да, с главным редактором, и я не уверен, что он разгадал. Да. Но она, тем не менее, она там как бы есть. И она вот стоит в этом же ряду. Что и Ноев ковчег, что и, значит, Прометей, похитивший огонь. Но она обращена не в прошлое, а обращена в будущее. И там есть такая вот, да, скажу, корреляция, связь. С чем? С тем событием, да, вот, которое связано с этой датой. Значит, здесь дата, которая должна подсказать нам место. Так. И вот уже это место, как только мы это слово произнесем, оно все как бы расставит на свои места. Интриги все больше. Это какие-то координаты? Да, 539 год, как бы, да, вот дата. Он обращен в прошлое. И в этом году вот в некоем месте происходит очень важное для истории человечества событие. Подскажу. Возникает новая империя. Вот все возможные подсказки я уже сделал. Я думаю, у наших зрителей есть свои версии, и, может быть, им стоит поделиться ими с вами. Может быть, Алан, на адрес вашей редакции прислать какие-то свои догадки. Я вообще хотел обратиться к нашим читателям с просьбой. Нам очень нужна обратная связь от них по поводу этого номера. Потому что это эксперимент, опять же, эксперимент довольно рисковый. Да. И в каком-то смысле наглый. И нам нужно понимать, успешный ли этот эксперимент, удался ли он. От этого будет зависеть, будем ли мы продолжать дальше работать в этом направлении, поддерживать именно специальный фантастический номер, да? Либо это разовый эксперимент. А как вот эту связь наладить, вы предлагаете со зрителем, с нам читателем? можно писать комментарии в соцсетях, можно звонить в редакцию или, не знаю, кому как еще удобно найти нас. Пожалуйста. Вот вы говорите, что это рискованный эксперимент. Вы на что рассчитывали, когда на него шли? Это, я так понимаю, для вас лакмусовая бумажка, да? Что вы хотите увидеть или узнать о нашем читательском сообществе? Я хотел узнать о писательском сообществе. О писательском? Да. Мне было важно понять, есть ли у нас авторы в Осетии, которых беспокоит эта тема, которых притягивает фантастический жанр. Как вы отбирали? Ну, понятное дело. Я не могу сказать, что авторов было очень много. Не было такой проблемы выбора сильной, скажу честно. Ажиотажа не было. Да, но тем не менее, номер собран на 90% из местных авторов. И я думаю, что авторы очень разные, и там явно есть что почитать, и явно что-то вам придется по сердцу, а что-то нет. Ну и это нормально. В процентном соотношении вам зашло сколько материала вот из журнала? Как вы говорите, мне зашло... Да, это не я, это расхожее сейчас выражение. Хорошо. Ну, не знаю, большая часть мне, конечно, нравится, лично мне, но я же ориентируюсь, когда собираю номер, не только на свой личный вкус, да. Мне хочется какую-то объективную картину представить в журнале.
А вы думаете, кто будет действительно впечатлен этим номером? Вот. Какой читатель? Мне трудно сказать, потому что мы охватили больше, чем век, период в целый век, потому что у нас есть и совершенно новые рассказы, которые написаны специально для этого номера, вот как рассказ Тамерлана Казбековича, так и, например, произведения начала 20 века, как рассказ Хохотлатова «Сон», который, кстати, впервые переведен на русский язык, обращаю на это внимание. Вот, поэтому мне трудно сказать. Опять же, я жду отзывов читателей. У вас есть свой личный фаворит? Я думаю, что я умолчу. Тамерлан, а у вас, помимо вашего рассказа... А я впервые держу в руках этот номер. С пылу с жару. Хорошо, а вы вот в своем творчестве, в процессе ориентировались на каких писателей-фантастов? Я исходил из того опыта, который сейчас очень широко распространен, когда антропологи, этнологи, да, пишут детективы, например, вот «Имя Розы», да, или Толкин, который создал целый мир средневековый. Вселенную, да, можно сказать. Да. И по большому счету я таким образом пытаюсь популяризировать вот, собственно, то, что мне самому открывается во время исследований. И не случайно главный герой у меня здесь это антрополог. Это человек, который понимает скрытые смыслы. И ему нужно спасать человечество, потому что общество будущего, оно очень механистично, оно управляется искусственным интеллектом. И там вот одно из обстоятельств, которые я придумываю, это то, что даже Солнце они ловят в электромагнитные ловушки, и над Землей, вот над этим суперконтинентом, все время стоит одна бесконечная белая ночь. Солнце просто перемещается вдоль линии горизонта, но никогда не опускается. И тем самым люди теряют ориентацию в пространстве, времени. Происходят как бы такие различные психологические расстройства. А поскольку он занимается изучением прошлого, да, поскольку он погружен в культуру прошлого, он там находит способ вот такой глобальной революции. Он находит способ вызволения Солнца. Это неправильно, когда нарушаются естественные природные ритмы, циклы. И в итоге, вот, продвигаясь к этой цели, да, он пользуется теми достижениями, которые существовали в традиции. Там не было возможностей технологических, но там были возможности общекультурные. Была связь с тем же Солнцем, была связь с природой, с внешним миром. И он, добираясь до Кавказа, находит вот такое затерянное как бы селение, которое продолжает жить по каким-то своим старым привычкам, но при этом они и сами уже не знают смысла того, что они делают. И он, наблюдая за их жизнью, вот, собственно, это то, что делаю и я. То есть он хочет постичь свойства растений, трав, понять смысл ритуалов, обрядов. И в конечном счете он хочет, чтобы мир обновился. И вместе с миром обновился... То самое «Ресет» название. Совершенно верно, совершенно верно. И здесь
ссылка на вот этот компьютерный язык. Фактически традиционная культура выступает в роли такого установочного диска. То есть происходит сбой в программном обеспечении. Значит, файлы выходят из строя. И нужно перепрошиться. Совершенно верно. Но для этого нужна рабочая программа. И эта программа оказывается в виде вот такого старого уклада жизни. И одновременно, вот как высшая награда, он не только герой, он не только спасает человечество, он обретает и личное счастье. И, весь комплект. да, это драматургия, которая вот диктует свои правила. Вот есть же, наверное, какие-то общие черты у этого героя фантастических произведений. Алан, вы можете охарактеризовать его? Вы знаете, тут герои совершенно разные у Есть что-то наших общее, авторов. возможно, в них? Трудно сказать. Я не вижу ничего общего, если честно. Опять же... А вот та самая вера в лучшее светлое будущее, желание его достичь? Есть и весьма депрессивной направленности рассказы, да, с весьма пессимистичным взглядом на жизнь, так что... Ну, то есть те, кто по таким рассказам, они разочарованы не будут? Я думаю, что вообще мало кто будет разочарован. Я надеюсь на это. Тамерлан, а вы не боитесь, ну что ли, пророческой какой-то истории? Вот многие сценаристы, режиссеры, да, которые создают вот эти фильмы с заделом, с прицелом на будущее, в той или иной части оказываются правы. Вот вы не боитесь, расписав какое-то произведение, что вы пошлете такой сигнал во Вселенную, и это сработает? Или вы на это рассчитываете? Дело в том, что это уже сработало. Вот антиутопия, она исходит из тех негативных тенденций, которые уже реально присутствуют в нашей жизни. И фантазия просто позволяет довести их до логического конца, довести до абсолюта. И одновременно предлагается рецепт. По большому счету, это добрая сказка, потому что вот этот негативный фон, он составляет, это всего лишь завязка. Это вот если кто-то занимался изучением волшебной сказки, да, то все волшебные сказки начинаются с некого его изъяна, ущерба. То есть жила-была семья, отец, мать и 3 дочери. И вот матери не стало. Вот это изъян. Отец женился 2-й раз, пришла мачеха. Это хаос таким образом проникает в пространство семьи. По-другому это называется энтропия. И вот, собственно, эта энтропия, она в обществе, она уже присутствует. И общество всегда вырабатывает механизмы, с помощью которых эта энтропия преодолевается. Она даже в каком-то смысле регулируется, она необходима, потому что это стимул для того, чтобы не расслабляться, для того, чтобы проявлять свои какие-то вот качества, да, упорство. И в этом отношении я просто говорю о том, что эта энтропия присутствует, и что мой прогноз на будущее, он оптимистический, потому что в природе человека помогать другому, в природе человека испытывать чувства, эмоции, в природе человека совершать интеллектуальные усилия. И здесь есть такие неявные ссылки, в том числе, например, и на мультфильмы. Вот я люблю этот мультфильм о Нильсе, которого унес гусь. Вот помните, там вот его заколдовал гном и превратил в маленького мальчика. За дурной характер. Да, но там есть эпизод, когда он с помощью дудочки спасает город. Да, город. Да. Вот здесь эта дудочка тоже фигурирует.
И она тоже должна спасти. Но И исправить Нильса. Да, исправить, потому что он ведь и сам тоже продукт вот этого общества, в котором он живет. И он до конца не верит, что эта дудочка волшебная. Он о ней просто читал. И вот так же, как в книге написано, помните, вот, да, эта книга, значит, что нужно делать в том случае, если на город нападают крысы, да? И вот рецепты, значит, рецепт первый. Завести большого кота. И вот он по слогам читает. Значит, другой рецепт. Вот сделать эту волшебную дудочку. И он эту дудочку делает, он учится на ней играть. Но там дальше события развиваются, конечно, совсем по-другому. И там присутствует такой известный в осетинских сказках персонаж, как златокудрый мальчик. Шешгарин Гоцураджин Лапу. И вот он беседует со стариком и спрашивает его, что вот мне нужен этот мальчик. Да. И старик ему как бы говорит, что будет тебе. И на это он его спрашивает, а как я его узнаю? Вот по золотому вот этому локону. Но мне не хочется, чтобы вы все рассказывали в эфире. Я наоборот, я ставлю такую другую цель. Интрига в том, что старик ему на это отвечает, что так узнать-то его как раз легко. Главное не в этом. Главное в том, чтобы он тебя узнал. Потому что только в этом случае он будет тебе помогать. Ой, мне хочется этот журнал получить да в свои ручки. И вот где это можно сделать? Как можно приобрести этот номер, спецвыпуск, и его разберут как горячие пирожки? Журнал уже продается, как и обычно, в книжном магазине «Алон Белон» на проспекте Мира. Там проще всего его приобрести. Заодно и по проспекту прогуляйтесь. Да. Кроме этого, журнал уже доступен во всех библиотеках города и в некоторых районных библиотеках тоже. Все, завтра обнесу озвученный магазин. Количество экземпляров ограничено. Ограничено, так что поспешите, да. Я хочу только очень коротко добавить два слова об обложке этого номера. На обложке фотография Валерия Сабанова. Это наш астрофотограф и альпинист, молодой парень, которого не стало, которого уже нет с нами. И это не первый раз, когда его фото мы помещаем на обложку. Вот. Хотелось на это обратить внимание. Спасибо вам за это. Спасибо вам за беседу, за ваш труд, за то, что вы нам обеспечили интересный досуг на ближайшие выходные. И не только. Надеемся. Что ж, спасибо вам. Я желаю, чтобы вы, наверное, заручились поддержкой множества талантливых авторов, в том числе и в стиле фэнтези. Пусть будет фэнтези. Хорошо. Спасибо за беседу еще раз. Спасибо вам. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. И увидимся совсем скоро. До свидания.